Меня обвиняют в грубейшем, попирающем не только закон, но и мораль нарушении норм моей профессии, журналистики, которой я занимаюсь уже четверть века. По мнению обвинения, я умышленно оболгал вооруженные силы России из ненависти к руководству России и лично к господину Путину. Категорически не согласен с обвинением. Я писал и пишу то, что считаю правдой, пусть горькой, пишу из любви к людям. Да, с 2014 года я систематически и как журналист, а в 2014 году и как республиканский депутат выступал и продолжаю выступать против политики России в отношении Украины. В газете «Листок», которую я создал в 1999 году, за это время, то есть с марта 2014 года и почти до самого момента уничтожения «Листка» в апреле 2022 года, я лично, как учредитель издания, соответствующей пометкой на правах заявления учредителя, опубликовал множество материалов на эту тему. От еженедельных сводок с данными об убитых и раненых до заявления генерал-майора Ивашова в январе 2022 года, предостерегавшего от полномасштабной войны. Публикуя каждый из этих материалов, я был убежден, что это правда. Публикуя каждый из этих материалов, я желал раскрыть моим читателям глаза на происходящее, спасти моих читателей от убийственной лжи пропаганды, от печальной судьбы соучастников этой агрессии. 4 марта 2022 года материалы, касающиеся международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, международный вооруженный конфликт – это международный юридический термин, публиковались как редакционные. Меня обвиняют в клевете на армию России. В 9 томе уголовного дела, которое сегодня вы начали рассматривать, 500 страниц осмотров официальных сайтов Организации Объединенных Наций, Совета по правам человека Организации Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, ОБСЕ, уважаемых международных организаций, чьи официальные представители подтверждают, что то, в чем меня обвиняет представитель прокуратуры, это не клевета, а горькая правда. В случае уголовного обвинения бремя доказывания на следствии. По делам о клевете следствие должно установить, доказать 4 момента. Что сведения были распространены, что сведения были распространены именно обвиняемым, что сведения являются ложными и, наконец, что на момент распространения лицо, распространившее вменяемые сведения, достоверно знало, что эти сведения ложь. Следствие, полагаю, доказало надлежащим образом лишь то, что инкриминируемые мне сведения были опубликованы. То, что эти сведения являются ложью, следствие даже не пытается доказать. Просто приводит официальное заявление Министерства обороны России, объявляя их истиной в последней инстанции, а любую противоречащую этим заявлениям информацию ложной. Мы сейчас сами это слышали с вами. То, что эти сведения являются заведомо ложными для распространившего их лица, следствие вообще никак не пытается доказывать, как будто слово «заведомо» нет в инкриминируемой мне статье Уголовного кодекса. Позиция обвинения основана на якобы имеющейся у меня обязанности регулярно изучать брифинги Министерства обороны России и на запрете сомневаться в их достоверности. Более того, следствие не установило даже того, кто именно распространил инкриминируемые мне публикации. И, наконец, даже если бы действительно была распространена заведомая ложь, для привлечения к уголовной ответственности необходимо было бы установить, было ли при этом превышение пределов крайней необходимости и обоснованного риска, поскольку цель инкриминируемых мне публикаций, на мой взгляд, очевидна. Спасение людей от соучастия в противоправных деяниях в отношении жителей соседней страны и от последствий такого соучастия, гибели, ранений, разрушения психики из-за участия в боевых действиях. Я не признаю вины. Полагаю, что я должен быть оправдан, а лица, уже 2-й год содержащие меня под стражей, привлечены к уголовной ответственности, так как их умысел, направленный на воспрепятствование моей законной профессиональной деятельности как журналиста, очевиден. Также я полагаю, что должны быть привлечены к уголовной ответственности лица, спланировавшие, развязавшие и ведущие уже 2-й год интенсивную, агрессивную войну против Украины. Война малой интенсивности идет, извините, пожалуйста, уже 10 лет, начиная с марта 2014 года, начиная с незаконной, нарушающей нормы международного права аннексии Крыма.
что тогда просто не было погибших, а сейчас погибших, насколько я понимаю, уже на 10 афганистанцев набралось. Так что вины я не признаю, и я полагаю, что меня нужно выпустить, и на мое место вот сюда посадить тех, кто меня обвиняет. Все.